Добрый день на телеканале РБК Уфа. Время самой актуальной информации. Меня зовут Маргарита Гафарова. В Уфе появится торговое представительство Казахстана. Об этом стало известно во время встречи первого заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова и генерального консула Казахстана в Казани Жанбулата Мурзалина. Стороны отметили потенциал роста товарооборота между республиками. Его объем за 9 месяцев текущего года составил порядка 260 миллионов долларов. Казахстан занимает 4-е место среди торговых партнеров Башкортостана. По мнению Андрея Назарова и Жанбулата Мурзалина, важно развивать взаимные поставки высокотехнологичных товаров, продукции агропромышленного комплекса и услуг. В республике при участии капитала из Казахстана работают около 70 предприятий в сферах сельского хозяйства, обработки древесины и туризма. В целях дальнейшего укрепления деловых отношений стороны решили организовать представительство Башкортостана в Казахстане. В течение 5 лет в ведение территориального подразделения Росавтодора перейдет порядка 500 километров автодорог Башкортостана. Инициатива призвана разгрузить бюджет региона. Об этом сообщил глава ведомства Азамат Элимбетов. Федеральная госкомпания возьмет на себя обязательства за 100 километров трассы Киров-Уфа, часть дороги Пермь-Оренбург и 130-километровый участок Оренбург-Челябинск, который проходит через республику. Уже в следующем году на баланс управления федеральных автомобильных дорог Приуралья перейдет трасса от Уфы до аэропорта. В планах дорожников расширить ее до 10 полос. К разработке плана по модернизации приступят в начале 2020 года. Сейчас как раз ведем работы с городом Уфой по приемке федеральной собственности. В начале 2020 года этот объект мы надеемся, что после оформления всех земельных вопросов, будет передан. И, соответственно, мы возьмем его в проектирование и в модернизацию. В текущем году на ремонт, реконструкцию и содержание почти 400 километров автомобильных дорог территориальное управление Росавтодора потратило 11 миллиардов рублей. В следующем году эту сумму увеличат еще на 10%. Планируется провести реконструкцию почти 500 километров дорожного полотна. С 4 февраля вступят в силу новые правила вывоза валюты за пределы стран Евразийского экономического союза. Как пояснили в пресс-службе башкортостанской таможни, пассажиры при декларировании суммы от 100 тысяч долларов должны будут предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных. Это могут быть акты гражданско-правовых сделок, таких как наследство, дарение, документы, оформленные в кредитной организации во время обмена валюты, снятия средств со счета или получения кредита. Все они должны быть заявлены в пассажирской декларации. Новые правила установлены решением Евразийской экономической комиссии в соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза как противодействие отмыванию денег. Нововведения относятся не к ограничительным мерам, а к контролирующим, позволяющим осуществлять мониторинг наличного капитала и пресекать оборот средств от незаконных валютных операций, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем. В пресс-службе также пояснили, что в настоящее время ограничений по сумме, которую можно вывести за пределы ЕАЭС, не существует. Но если наличные в отечественной или иностранной валюте превышают 10 тысяч долларов, то пассажир их обязан задекларировать. Сделать это граждане все чаще забывают, говорят башкортостанской таможне. В этом году зарегистрировано 24 таких случая, в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самую крупную незадекларированную сумму, 1,5 миллиона рублей, выявили у пассажира рейса Уфа-Баку. Аграрный университет получил федеральный грант в 9 миллионов рублей на реализацию проекта «Новые возможности для каждого». Он включает в себя 3 программы дополнительного профессионального образования, подготовленные совместно с региональным Минсельхозом. 2000 слушателей, в том числе преподаватели вузов, работники агропромышленного комплекса и просто жители Башкортостана, смогут бесплатно обновить профессиональные знания и приобрести новые навыки в сфере сельского хозяйства. Программы, которые у нас реализуются по гранту, направлены на повышение квалификации ветеринарных работников, пчеловодов как специалистов, так и любителей, а также агрономов. Эти 3 программы подготовлены совместно с нашим Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и реализуются в целом на территории нашей республики. Это такие районы, как Альшеевский, Дуванский, Бурзянский и на территории нашего университета.
Обучение будет очным и заочным. Лекции читают преподаватели аграрного университета. Программы включают в себя теоретическую и практическую часть. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.